Каждый учитель должен уметь оказать первую медицинскую помощь до прибытия школьного врача или экипажа скорой помощи, утверждает Айгуль Сафина, преподаватель хирургии Сибайского медицинского колледжа. В рамках проводимых курсов повышения квалификации слушателей научат, как использовать лекарства, чем промывать раны и что делать в случае получения различных травм. Делаем 30 надо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Помимо оказания первой помощи детям, которые получили травмы, внимание преподавателей обратили еще на один момент. В школах сейчас обучается все больше учеников с врожденными патологиями здоровья, и к ним нужен особый подход. После проведения мастер-класса слушатели проверили на знание элементарных навыков оказания первой медицинской помощи. Преподаватели охотно отвечали на вопросы и доказали, что отлично усвоили материал. В связи с тем, что у нас произошли изменения в федеральном законе об образовании, мы проводим уже практически 2 недели курсы по оказанию первой помощи. Это учителям средних учебных заведений и преподавателям средних учебных заведений. В чем суть наших курсов состоит? Что каждый учитель, каждый преподаватель должны уметь оказывать помощь, обладать такими элементарными приемами оказания первой помощи. По окончанию 16-часовых курсов организаторы, представители медколледжа, будут вручать соответствующие сертификаты. Такие документы дают педагогу право оказывать медпомощь учащимся в полном объеме. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.